Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Айдар Гумеров. И сегодня мы расскажем, как мать объясняет убийство собственного сына. Положила ребенка лицом вниз. Дело о ребенке, найденном в мусорном контейнере, дошло до суда. На улице Карбышева столкнулись сразу 6 автомобилей. Но машина восстановлению не подлежит. Что стало причиной ЧП? Покажем кадры следственного эксперимента, на которых 16-летний подросток рассказывает, как убивал отца. Положил в яму, подожди. Это не только в ближайшие 10 минут. Родила здорового ребенка, удушила и выбросила в мусорный контейнер. Сегодня в Приволжском суде Казани стартовал процесс над 29-летней уроженкой Узбекистана Зибинису Аскаровой, которая обвиняется в убийстве собственного новорожденного сына. Напомним, тело младенца нашли жители дома на улице Габишева 27 февраля, когда выбрасывали мусор. Задержали подозреваемую 2 марта, она жила в соседнем доме. Установить ее личность помогли видеокамеры. Вину свою она признала частично, говорит, что только накрыла ребенка, потому что он плакал. Убивать не хотела. Сергей Хайдаров о ходе дела. Страшную картину увидела жительница одного из домов по улице Габишева 27 февраля. Тело мертвого младенца она обнаружила в контейнере, когда пошла выбрасывать мусор. Найти подозреваемую помогли камеры видеонаблюдения во дворе. Сегодня в Приволжском суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении матери убитого мальчика, уроженки Узбекистана, 29-летней Зибинису Аскаровой. После рождения положила ребенка лицом вниз, после чего произошла механическая асфиксия, в результате чего ребенок погиб. Ее родственники утверждают, что не знали, что она беременна. Узнали обо всем только после задержания и добавляют, она хорошая мать. У Зибинисо 2 детей, 8-летний мальчик и годовалая девочка. Этот процесс для видеокамер закрытый, однако долгим обсуждения не стало. Через 15 минут после его начала было объявлено о переносе заседания на 6 июня. Дело в том, что подсудимое постановление о назначении судебного заседания получила не в установленные сроки, в связи с чем судебное заседание было отложено. Сегодня суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения в виде ареста еще на 3 месяца. Сергей Хайдаров, Константин Бушуев, «Вызов 112». В Нурлатской больнице умерла полугодовалая девочка. Накануне вечером ее с высокой температурой в тяжелом состоянии доставили в Центральную районную больницу. Ребенок скончался, несмотря на все попытки спасти ей жизнь. 16 мая девочке исполнилось 6 месяцев. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти ребенка. В настоящее время тело направлено на экспертизу, которая позволит установить причину смерти ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В нашем распоряжении оказались кадры следственного эксперимента, на котором 16-летний подозреваемый рассказывает, как он убивал собственного отца. Напомним, 12 мая этого года 53-летний житель села Малые Ключи пропал без вести. При этом из его дома пропали документы и ценные вещи. По подозрению в совершении убийства был задержан сын пропавшего мужчины. В преступлении он сознался и рассказал, что убивал родителя ломом и топором, затем сжег и закопал. Станислав Яковлев с подробностями. Привезли сюда на УАЗике с Артемом. Да, все правильно. Как яму, положили в яму, подожгли. На следственном эксперименте он ведет себя совершенно спокойно. В деталях рассказывает, как с приятелями совершали страшное преступление. Мужчина жил один. Вероятно, подозреваемые рассчитывали, что его долго не будут искать. Но тревогу забила живущая рядом бывшая жена пропавшего мужчины. Обеспокоившись долгим его отсутствием, обратилась в полицию. Подозреваемых задержали быстро. По версии следствия, молодой человек вместе со своими знакомыми решил убить отца, чтобы завладеть документами на принадлежащие тому земельные участки. В последующем молодые люди планировали реализовать земельные участки через знакомых черных риэлторов. Когда Артем был рядом, там трава загорелась. Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» и устанавливаются все подельники и обстоятельства страшного преступления. Станислав Яковлев, «Вызов 112». 6 разбитых автомобилей сегодня практически полностью перегородили перекресток улиц Карбышева и Даурская. Движение было парализовано. Очевидцы рассказывают, как одна из машин неожиданно начала таранить все на своем пути. Удары были такой силы, что далеко не все автомобили теперь есть смысл восстанавливать. И хорошо, что людей на ближайшем пешеходном переходе в момент аварии не было. О причинах происшествия спросил Сергей Хайдаров. Говорит, сердцем плохо, а на самом деле неизвестно что. Это предположительная причина ЧП, которое произошло сегодня днем на улице Карбышева. Один из автолюбителей, двигавшийся в общем потоке, вдруг начал таранить все на своем пути. Пострадали в общей сложности 6 автолюбителей. Они практически полностью перегородили проезжую часть, создав большой затор. Больше всех досталось автомобилю Александра Авдошкина. Я ехал,
И он меня сзади ударил, тут все останавливались. Я смотрю, машина впереди меня останавливается. Я тоже стал останавливаться. Вдруг удар такой взад. И меня потащило. И прямо бросило на столб. Ущерб как оцениваете? Но машина восстановлению не подлежит. По словам очевидцев, таранить автомобили начал вот этот «Опель». Несмотря на заметные повреждения передней части автомобиля, подушки безопасности на нем так и не сработали. Предварительная причина случившегося – сердечный приступ водителя «Опеля». После аварии его быстро увезла прибывшая на место происшествия скорая помощь. Родственники водителя сообщили, что его жизни ничего не угрожает. Да, живой, у него просто был какой-то временный приступ, то ли еще что-то, я не разбираюсь в этом. Ну, человек живой, все нормально, но протаранил 6 машин. Точную причину происшествия и виновника теперь будут устанавливать сотрудники автоинспекции. Сергей Хайдаров, Константин Бушуев, вызов 112. Сегодня на улице Адарадского столкнулись Kia Rio и Lada 14 модели. В результате оба автомобиля получили серьезные повреждения. Лада потеряла способность передвигаться своим ходом. К счастью, водители отделались легкими ушибами. Рамиль Шайдуллин о происшествии. Это утро для Антона Пряникова добрым не назовешь. До работы на своем автомобиле сегодня он так и не доехал. После столкновения с Kia Rio его 14-я может передвигаться только на эвакуаторе. Повреждения своей машины Антон Пряников оценивает как серьезные. Ну, 1100, наверное, я думаю, может и надо будет. Машина застрахована или будет со своих? Ну, там каски нет, она не такая молодая. То есть ОСАГО. Водителю Kia Rio повезло больше. Несмотря на повреждения, его автомобиль остался на ходу, и он уехал при первой же возможности. По предварительной версии автоинспекторов, именно Kia не уступила дорогу, хотя 14-я двигалась по главной. Такой версии придерживается и Антон Пряников. Я ехал со стороны Адарадского на зеленый сигнал светофора, ну, то есть проезжал. Он выезжал с второстепенной дороги, остановился, по газам дал, и удар произошел. Вот. А по-вашему, чья вина? Ну так-то его вина, он же должен вступать дорогу. Разбираться, кто прав, а кто виноват, теперь предстоит сотрудникам ГИБДД. Определить виновного им помогут материалы видеорегистраторов обоих участников ДТП. Рамиль Шайдуллин, Сергей Хайдаров, Константин Бушуев. Вызов 112. Погибли 12 кроликов и пострадали 14 автомобилей на пожаре в селе Столбище. Все произошло возле садового общества «Любитель». По предварительной версии, из-за короткого замыкания электропроводки загорелись деревянные поддоны. С них пламя перекинулось на настоящие неподалеку автомобили. 2 из них, КАМАЗ и микроавтобус «Пежо», сгорели полностью. В огне погибли и кролики. Люди не пострадали. Дым из-под крыши строящегося дома по улице Волгоградской привлек внимание очевидцев этой ночью. На место незамедлительно прибыл пожарный расчет. Поднявшись на самый верх 9-этажки, огнеборцы быстро определили очаг возгорания. На крыше несданного дома загорелся мусор. Для тушения пламени спасателям потребовалось несколько минут. Учитывая, что электричество в здании еще не провели, причиной пожара мог стать человеческий фактор. Полицейские Казани задержали подозреваемого в целой серии краж велосипедов. 22-летний неработающий казанец сознался в 7 преступлениях. Сумма ущерба около 70 тысяч рублей, крал по одной и той же схеме. Какой, узнала Лена Зинатуллина. Начало этому делу 6 мая этого года положило заявление 50-летней женщины. В тот день она лишилась велосипеда. Ущерб оценила в 18 тысяч рублей. Спустя еще 3 дня с заявлением о краже двухколесного коня пришел еще один потерпевший. Истории у них были похожи. Хранили велосипеды в подъездах и однажды их не обнаружили. Полицейские установили, что хищение схоже по обстоятельствам и характеру совершения. При проведении дальнейших следственных и оперативных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался неработающий 22-летний казанец. 13 мая оперативники задержали его по месту жительства. Сам задержанный признался в краже 7 велосипедов и даже рассказал о схеме своих преступлений. Двухколесную технику молодой человек похищал исключительно с лестничных площадок жилых домов. Причем выбирал только те, что были пристегнуты ненадежными защитными устройствами, либо вовсе находились без них. После удачной кражи продавал, как правило, на улице прохожим, либо сдавал в ломбарды. В настоящее время уголовные дела по всем установленным фактам объединены в одно производство. Ведется следствие. Полицейские устанавливают местонахождение похищенных велосипедов. А пока ведется поиск и следствие, подозреваемый будет находиться за решеткой, вероятно, до решения суда. Лена Зинатуллина, Айрат Назипов, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50. Если вы сняли происшествие, можете поделиться своими кадрами со всей республикой. Присылайте видео на нашу электронную почту и на мобильный телефон 8 98 69 112 112 или в нашу группу ВКонтакте. В студии был Айдар Гумеров. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.